У меня были 3 двоюродных братья Митаева. В честь их в поселке Мичурина улицы названы. Народ не просто это назвал, за дела ихние. Я вместе с ними, когда почувствовал угрозу, что может быть военное вторжение в Чечню, мы старались предотвратить эту войну. Это внедрение сюда. Значит, факты такие были. Мои товарищи, это бывший председатель парламента Чечено-Ингушской АСР Алаудинов Али, бывший председатель Госплана Чеченской Республики Бибулатов Хусейн и другие. Они были связаны с Москвой, а именно с вице-премьером Лобовым. Мы кое-какую информацию имели. Я своему двоюродному брату Шамилю, Майна Волчему, Майне говорил, Майна, да, кстати, я был выбран делегатом на съезд чеченского народа, в цирке, который был. Без меня в селе организовали. Потом без меня шалинская делегация мне сделали членом АКЧН. Ух ты! Я плюс к тому один из активных деятелей того движения, Бек Межидов. Он потом стал зампредседателя парламента. Это мой родственник по материнской линии. На этом цирке, я сидел сзади всех, шалинской делегации. И первое заседание, когда закончилось, в перерыве, мне вызвали ниже, помещение было. Там был Яндарбиев, будущий президент. Там были вице-президент Абу Муслимов и другие, человек 14. Мне задали вопрос. Вопрос звучал так. В те годы вот этот съезд был организован партийными органами, Завгаевым и так далее. Мы планируем, чтобы была Чеченская республика. Ингуши от нас отделяются. Как смотришь на это? Я сказал, я смотрю на это негативно. Почему? Я говорю, во-первых, республика нас сегодня называется Чечено-Ингушская ССР, а разделение еще на Ингушетию и Чечню – это имперский заказ, разделяя власть. Вы делаете ошибку. В последующем начнется еще дальше деление не только республики, но и народа. Мои слова, видимо, им не понравились. Ну, значит, ты против того, чтобы была Чеченская республика. Я сказал, я вам объяснил, почему я против. Я против имперских делов. И когда я вошел в зал цирка, а со мной был рядом все время троюродный брат Завгаева, Доку Гапуровича, Муса Сугаипов. Телеобъектив телевизора направлен был на нас. И прям звучали первые слова: вот эти люди не хотят, чтобы была Чеченская республика. Показали это в телеобъективе. Муса мне говорит, смотри, нас показывают чуть ли не как врагами чеченского народа. И тут завопили. Нохчичо, нохчичо, нохчичо. В моем понимании это был идиотизм. Я предвидел, что это потом обойдется
или какими-то культовыми делами. Мы видели культ Сталина, но мы не хотели бы и любые диктаторские дела тоже, чтобы сохранялись. В последующем я не знал. Мне Бек Межидов в один из дней вызывает: давай пойдем, идет заседание АКЧН. Я говорю, а почему я должен пойти? Ты член АКЧН. Я говорю, я это не знал. Мы пошли. Рядом со спецбольницей находился раньше штаб какого-то полка. В этом здании было заседание АКЧН. Там такой шум, гвалт. И Удуговы, и Бисултановы, всем там собрались. Я Бека Межидова вывел оттуда. Я говорю, это место не для меня и не для тебя. Мы есть благородные. А эти люди друг друга не слышат. Они к чему-то приведут плохому. Я Бека увел. Потом через годы Бек мне говорит, если бы ты бы меня не вывел бы тогда этого собрания, Дудаев не был бы председателем АКЧН. А это председатель АКЧН, прямая дорога была на пост президента. И я ему и сказал, я говорю, Бека, говорю, этот вопрос, я говорю, уже решенный был в Москве. Был в Москве заговор генералов. Я своему товарищу Хасбулатову Имрану, Русланбеку Имрановичу, направил даже его троюродного брата, Али его звали. Поезжай в Москву, попроси, если надо гор хватна, попроси Русланбека, его не Руслан Имранович звали, а Русланбек Алларч. Мы знали друг друга. И когда он стал на весь эфир говорить, что алкаш на Ельцина, я этому Али сказал, его троюродному брату, полети в Москву, попроси Русланбека, чтобы он извинился перед Ельциным. В противном случае беда придет в нашу республику. Эта беда и пришла. Я просто удивился, очень одаренный, умный человек, Русланбек Хасбулатов был, что он обманулся, его обманули. Произошел заговор генералов-афганцев, на сторону Хасбулатова стал Рудской, а разные Деникины, Грачевы на другой стороне, на сторону Ельцина. Информация, происходящая в Москве, мы неплохую имели информацию. Я объяснял, через кого я имел. На мой взгляд, я и говорил Эли, троюродному брату Хасбулатову, что здесь идет заговор генералов. Объясни, чтобы он Русланбек, чтобы не обманулся, что Рудскому верить нельзя. А когда весь эта матросская тишина, их арец закончился, Рудского отправили губернатором одной из российских губерний. А Хасбулатова полностью отстранили от власти. И, правда, в университете он остался. Здесь уже были наметки на то, что опасные дела будут у нас в республике. Потому что эти афганские генералы, они пролили кровь безвинных афганцев. Другое дело, если бы они воевали бы, защищая СССР, воевали бы, а то пошли туда, убивали. Дудаев тоже был афганец.
У него методика коврового бомбометания, это нанесло огромный удар по мирным жителям. Это было преступление. Вообще я на военные действия смотрю как на преступление. Если одного человека убьют, за это судят. А если война, это массовое убийство. Я попал под бомбежку в Грозном. Я видел, как погибали люди. Мне приходилось выводить из подвальных помещений людей вне поля боя. Мне приходилось быть в 9-й больнице, я заведовал отделением, где мы сохранили жизнь нескольким сотням людям, бывшим раненым, при больнице раненым. И ценой своей жизни, будучи самими заложниками, мы вывели российских федералов за пределы больницы. И с командиром полка ихним я разговаривал, когда другие все требовали, ихние офицеры, нас задержать, совершить над нами насилие. Не будь этого командира полка, я бы сейчас не сидел бы перед вами. Ситуация была напряжена. Но эти моменты бывают в жизни. История, когда вот по телевизору слышишь и удивляешься, они где-то в горах вроде бегали, воевали. Я не видел этих военных, когда бомбили Грозно. Я чеченских ребят имею в виду. Я практически их не видел. В лесах, конечно, наверное, воевали. Не отрицаю. Как бы сказать, у нас не было ни авиации, у нас не было ни сил самообороны, у нас не было практических танков. Не было. Просто нас убивали. И в жизнь притворялась словами Ельцина: нам нужна Чечня без чеченцев. Дудаев выполнял заказ Москвы, именно вот этих генералов. Грачевы, Дейнекины. Грачеву, на мой взгляд, Грачев – это убийца. Он не подлежал бы тому, чтобы он жил. Он, распив под Новый год, распив алкоголь с Дудаевым и так далее, улетел в Москву, и пошло и поехало. И ко мне, когда вот войска перешагнули возле села Али-Юрт, Теркистер, войска перешагнули границу Чечни, ко мне пришел рано под утро его особо уполномоченный Магомед Мухаммад Агарчин. И он мне сказал: я пришел к тебе, он документ показал, особо уполномоченный по президенте Дудаеве. Вот. Сказал, что войска перешли. Как ты думаешь, как поступить нам? Я говорю: Магомед, тебе Джахар прислал? Он не сказал «да». А мы жили в доме горком партии, во дворе квартиры горком партии, а рядом дворец Дудаева. Этот Магомед пришел ко мне и говорит: вот что делать, что посоветуешь?
Я говорю, значит так, Магомед, тебе Джихар прислал. Я поступил бы в таком случае, когда уже начнет литься кровь нашего чеченского народа. Я хотел бы, чтобы вы взяли бы пример моего деда Али Митаева. Когда части НКВД пришли во Втуры и сказали: Али, сдавайся. Если не сдашься, мы уничтожим твое село и твоих миридов. Дед мой ответил: не трогайте моих миридов и мое село. Я к вам приду. Я говорю, передай Джихару. Он знает Дейнекина, хорошо знает Грачева, всю эту комарилью. Пускай он идет со своими охраной навстречу переступившим этим границу, и там решает этот вопрос. Если он это не сделает, Чечне грозит беда. И, да, ему было задание дано. Ему было дано задание. Но после он уже понимание как врача, Дудаев был больной человек. Это у него шизофрения. После он понял, к чему это может привести. Но было поздно, что пострадают люди, народ, безвинно. Мне как врачу понятно, что это был больной человек. И было неудобно и непонятно, как эти члены АКЧН могли выбрать этого председателем АКЧН. Конечно, шел заказ с Москвы. Был дано определенный заказ. Восстановить его, сделать его председателем, да, и сделать его президентом. Что они сделали?